Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бабушоева. В зале исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур города Душанбе состоялась третья сессия Маджлиса народных депутатов района Шох-Мансур 7-го созыва, на которой были рассмотрены важнейшие вопросы экономического и социального развития района. Подготовлен подробный обзор хода этого важного политического мероприятия. В работе третьей сессии Маджлиса народных депутатов района Шох-Мансур приняли участие депутаты Маджлиса народных депутатов района, первый заместитель и заместители председателя района, руководитель аппарата председателя района, начальники управления и отделов аппарата председателя района, руководители структурных подразделений исполнительных органов власти, представители силовых структур, директора учебных заведений, заведующие дошкольных учреждений, председатели городков и махалей, имам-хатибы, соборных мечетей и представители средств массовой информации. Сессия была проведена в соответствии с Конституционным законом Республики Таджикистан о местных органах государственной власти и на основании постановления председателя района. На основании итоговых протоколов выборов депутатов вместо выбывших депутатов по избирательным округам номер 3 и номер 37 Маджлиса народных депутатов района Шох-Мансур города Душанбе были утверждены полномочия вновь избранных депутатов Собирзода Ато Джурабой и Юсуфзода Бахтиюран Соибназара по округам номер 3 и номер 37, которые приступили к своей работе. В ходе сессии были заслушаны отчеты заместителя председателя района Шох-Мансур о подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, о реализации государственной комплексной программы развития экологического воспитания и образования населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, а также о ходе выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур города Душанбе в этом направлении. Кроме того, был рассмотрен вопрос выполнения государственной программы развития дошкольного образования в районе Шох-Мансур города Душанбе на 2020-2025 годы и соответствующего плана мероприятий. Также были утверждены постановления председателя района Шох-Мансур города Душанбе. Для еще большего процветания облика столицы Управление по эксплуатации дорог района города Душанбе в настоящее время усиливает работы по благоустройству, что способствует дальнейшему украшению столицы. В связи с этим сотрудниками учреждения по эксплуатации дорог района Сино проводятся созидательные работы в расширенном масштабе. Подробности далее. Благоустройство и украшение окружающей среды считается одной из ответственных задач, и для ее выполнения, наряду с работниками коммунальной сферы, каждый житель столицы обязан внести свой вклад. В рамках плана мероприятий по благоустройству исполнительного органа государственной власти города Душанбе продолжаются работы по озеленению, посадке деревьев, цветов и декоративных кустарников. Во время нашей съемки цветоводы занимались посадкой сезонных цветов. Ответственные лица с большим энтузиазмом и соблюдением правильных аграрных правил стараются высадить растения так, чтобы полностью обеспечить район сезонными цветами. Главная цель специалистов состоит в том, чтобы аллеи, бульвары и обочины дорог были украшены цветами и декоративными растениями. По словам ответственных лиц, продолжается посадка различных видов декоративных кустарников и цветов в специальных формах и композициях, что служит для красоты города. Усилия цветоводов направлены на благоустройство и процветание каждого уголка района, чтобы украсить его яркими сезонными цветами. Все это благоустройство и расцвет нашей любимой столицы Душанбе являются результатом независимости нашей страны. Чем активнее мы, жители, будем проявлять ответственность в благоустройстве, поддержании чистоты, озеленении дворов, аллей и улиц возле своих домов, тем более ухоженной и красивой станет наша столица. В рамках работ по благоустройству, созиданию и озеленению в настоящее время во всех городках и махалях столицы активно ведутся работы. Вместе к созиданию и развитию. Под таким девизом в рамках 400 дней инициативности по инициативе исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фердовси при содействии депутата Маджлиса народных депутатов города Душанбе от избирательного округа номер 70 был заасфальтирован более 1 километра дорог на территории Махали Куштепа-2 района. Подготовили репортаж на эту тему.
В рамках общерайонной акции исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фирдавси под названием «Вместе к созиданию и развитию. 400 дней инициативности. Акция столичных партийцев» и реализации предвыборной программы Народно-демократической партии Таджикистана на 2025-30 годы в честь общенационального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе депутата Маджлиса народных депутатов города Душанбе от избирательного округа номер 70 Обиджона был заасфальтирован почти 1 километр дороги Махали-Куштепа-2 района Фирдавси. Следует отметить, что данные инициативы партии реализуются в русле наставления лидера Народно-демократической партии Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона и созидательных инициатив председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали. Подобные благоустроительные мероприятия будут продолжены и далее. К 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан планируется поэтапно заасфальтировать 6 километров дорог в Махаля-Куштепа-2, Дехконобо-2-3 и Алачабов района Фирдавси. Следует подчеркнуть, что подобные коллективные субботники партийцы сделали своим постоянным девизом, внося вклад в благоустройство и созидание, окраску и мощение, чистоту и порядок, а также в озеленение и посадку деревьев на территории городков и махалей района Фирдавси. В целом, на сегодняшний день членами и сторонниками Народно-демократической партии Таджикистана, депутатами Маджлиса народных депутатов города и района было отремонтировано около 30 километров дорог на территории района Фирдавси. В Душанбе с 15 по 25 сентября прошли операции «Ремень безопасности» и «Скутер». Об этом сообщили в управлении Министерства внутренних дел Таджикистана по городу Душанбе. В отношении 1250 человек были составлены административные акты за неиспользование ремней безопасности, также в отношении 60 водителей велосипедов и скутеров по статье 333 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. По информации отдела пропаганды и агитации Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в текущем году в Таджикистане зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и скутеров, в результате которых погиб 51 человек, 122 получили ранения. Следует отметить, что в современных условиях интенсивность дорожного движения возросла. Особое значение имеет соблюдение правил дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий среди подростков. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся добираются до учебных заведений на велосипедах и самокатах, что вызывает тревогу в обществе. В рамках операции сотрудники Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами провели разъяснительную работу в ряде учебных заведений города Душанбе. В ходе встреч несовершеннолетним рассказали о ситуациях с дорожно-транспортными происшествиями с участием детей и подростков, причинах и факторах, способствующих их возникновению. В мире театра, где каждое представление может стать окном в другую реальность, спектакль «Тахмина» стал проводником, затронувшим самые глубокие струны человеческой души. Основанный на вечной истории любви Тахмины и Рустама из бессмертного Шахнаме великого Фирдавси, этот спектакль, показанный на сцене Государственного экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова, стал настоящим триумфом таджикского театрального искусства. Мои коллеги смогли оценить смелую режиссуру и новаторский подход, которые создали атмосферу, где зритель не просто наблюдает за разворачивающимся действием, но становится частью трагедии, пронизанной темами любви, судьбы и человеческой боли. Театральным шедевром поистине стала бессмертная история любви и трагедии в новом спектакле «Тахмина» на сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова. Постановку уже признали настоящим событием культурной жизни страны, которая смогла привлечь внимание зрителей.
своей поэтичностью и глубиной. Спектакль погружает зрителей в мир человеческих эмоций и трагедий, исследуя сложные отношения между любовью и судьбой. В центре повествования Тахмина, роль которой исполнила талантливая актриса Соро Собир. Ее персонаж олицетворяет не только образ влюбленной женщины, но и символ таджикской матери, которая, несмотря на все испытания, стремится сохранить любовь в условиях жестоких реалий времени. Режиссура спектакля выделяется смелыми художественными решениями. Танцы, символические сценические представления и мощный визуальный ряд создают атмосферу, которая заставляет зрителей сопереживать героям. Тахмина становится жертвой судьбы, которая приводит к трагическим последствиям, включая утрату своего сына от руки Рустама, его отца. Эта драма, наполненная горечью и отчаянием, заставляет зрителей задуматься о вечных вопросах любви и жертвенности. Световые и звуковые решения спектакля гармонично дополняют его содержание, создавая незабываемую атмосферу. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Оставайтесь с нами. До новых встреч!